20 января 2021 года мы празднуем 30-летнюю годовщину проведения первого общекрымского референдума. Без проведения референдума сложно было бы представить историческую судьбу Крыма в этот период времени. 20 января 1991 года по праву стал Днем гражданского согласия и консолидации, отправной точкой в новейшей истории нашего региона. 20 января – это День Республики Крым. Этот праздник имеет свою историю. 20 января 1991 года в Крыму состоялся первый в истории СССР народный референдум на основании временного положения о референдуме и порядке его проведения на территории Крымской области и Декларации о государственном и правовом суверенитете Крыма от 12 ноября 1990 года. В общекрымском референдуме приняли участие 81,3% жителей полуострова, включая город Севастополь. На вопрос «Вы за воссоздание Крымской автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза Советских Социалистических Республик и участника союзного договора?» положительно ответили 93,26% из них. Учитывая волю крымчан, 12 февраля 1991 года Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики принял закон о восстановлении Крымской автономной Советской Социалистической Республики. В статье 1 закона сказано: восстановить Крымскую автономную Советскую Социалистическую Республику в пределах территории Крымской области в составе Украинской Советской Социалистической Республики. Согласно данному акту, высшим органом государственной власти на территории Крымской автономной Советской Социалистической Республики временно до принятия Конституции Крымской АССР и создания конституционных органов государственной власти был признан Крымский областной совет народных депутатов. 22 марта 1991 года Крымский областной совет народных депутатов был преобразован в Верховный Совет Крымской АССР, которому было поручено разработать Конституцию Крыма. С 1992 по 1994 годы был период, когда были предприняты попытки создать самостоятельную республику Крым. В 1993 по 1994 год в Крыму существовала должность президента Республики Крым. Политический статус полуострова определялся как самоуправление в составе Украины. 2014 год – новый виток в истории полуострова. Вследствие ряда исторических политических событий Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации, в соответствии с которыми образованы два новых субъекта – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. 11 апреля 2014 года на заседании Государственного совета Республики Крым была утверждена Конституция Республики Крым. Согласно новой Конституции, Республика Крым является демократическим правовым государством в составе Российской Федерации и равноправным субъектом РФ. Источником власти РК является ее народная часть многонационального народа Российской Федерации. Республика Крым имеет 3 государственных языка – русский, украинский и крымско-татарский. Республика Крым имеет свою культуру. Герб, флаг, гимн. Государственный флаг – один из важнейших атрибутов государства, символ государства и национального суверенитета. Флаг Республики Крым – это полотнище, состоящее из 3 горизонтально расположенных цветных полос. Верхняя – синего цвета, составляющая 1/6 ширины флага. Средняя – белого цвета, составляющая 4/6 ширины флага. Нижняя – красного цвета, составляющая 1/6 ширины флага. В основу разработки флага были положены традиционные героические цвета. Красная нижняя полоса символизирует героическую и трагическую историю Крыма, память об уроках прошлого. Верхняя синяя – надежда на благополучное будущее. Средняя белая обозначает равенство всех культур и народов полуострова, стремление к гражданскому миру. Авторы флага – Мальгин, Трусов. Герб – отличительный знак, официальная эмблема государства. Герб Республики Крым представляет собой червленый варяжский щит, на котором изображен серебряный грифон, обращенный влево. В правой лапе грифона лежит серебряная раковина с голубой жемчужиной. Щит увенчан лучами восходящего солнца. По обоим сторонам щита изображены 2 белые античные колонны, соединенные лентой красно-бело-синего цвета, аналогичным цвету флага, с надписью на белом фоне «Процветание в единстве».
Трактовка символов герба Республики Крым состоит в следующем. Красное поле щита – драматическая, нелегкая судьба полуострова. Форма щита – напоминание о древнем торговом пути. Из варяг в греки. Грифон – символ Крыма. Издревле считавший мифическим существом, несущим охранные функции. Он также был изображен на гербах некоторых греческих городов-полисов. На связь с античной историей указывают и колонны по сторонам щита. Жемчужина символизирует уникальность Крыма, а восходящее солнце – возрождение надежды на процветание. Авторы герба – Ефетов, Мальгин, Трусов, Якупов. Гимн официально принято, торжественная песня в честь государства. Отдавая почесть символам государства, мы тем самым проявляем любовь и уважение к своей родине. Автором музыки гимна Республики Крым является крымский композитор Караманов, автором слов Голубева. Республика Крым, как субъект федерации, имеет свои органы власти. Высшим и единственным представительным и законодательным органом власти Республики Крым является постоянно действующий парламент, Государственный Совет Республики Крым, избираемый сроком на 5 лет в составе 75 депутатов. Действующей главой Республики Крым является Сергей Валерьевич Аксенов. Правительство Республики, Совет Министров Республики Крым – высший орган исполнительной власти Республики Крым. Мы, жители Крыма, гордимся своей малой родиной. Любовь крымчан к родному краю, забота о его процветании обусловили героическое прошлое и легендарное настоящее нашего полуострова.